Почетный мастер спорта Петр Еремеевич Алексеев. Человек, полностью оправдавший истинное значение слова «почетный». В 60-е годы прошлого столетия Петру Алексееву не было равных на борцовском ковре в родной Якутии, да и во всем Союзе. Шутка ли, 6 раз участвовал Петр Алексеев на чемпионатах России и 6 раз становился чемпионом и призером, причем 3 года подряд с 1964 года не имел себе равных на российском ковре. Слово «проигрыш» для него не существовало. Именно Петр Алексеев вместе с Алексеем Ермолаевым, Вячеславом Карповым, Петром Поповым в 1966 году Петр Еремеевич на Тбилисском международном турнире, неофициально признанным малым чемпионатом мира, впервые в истории борьбы Якутии показал наилучший результат, заняв 2-е место без единого проигрыша, впервые сломав психологический барьер, отделявших наших борцов от всесоюзных и мировых высот. Петр Алексеев родился в Нюрбинском районе в местности Андайбыт, близ села Чукар. Петр был 5-м ребенком в семье из 6 детей. Петя рос шустрым, бойким, с проступками, порой граничащими с хулиганством, чем немало доставлял хлопот старшей сестре, заменившей рано умершую мать. Несмотря на маленький рост, никогда не сдавался в драках, не отступал перед старшими по возрасту ребятами на борцовских схватках. Тренировки до изнеможения, постоянное самосовершенствование. Казалось, с детских лет Петр знал, к какой цели стремиться и для чего себя готовить в будущем. После каждой тренировки Петр буквально выжимал майку, трико и, смеясь, говорил: «Я должен 7 ведер пота пролить, чтобы стать мастером». Талантливый человек, талантлив во всем. Работая в Нюрбинском прамкомбинате, научился неплохо столярничать. Почти вся мебель в доме была изготовлена его руками. Блестяще играл в шашки, великолепно исполнял таюк, а сохой исполнял обряд алгыс. Обладая красноречием, стал неплохим тамадой, был великолепным собеседником. Свою волю к победе, целеустремленность, быть лучшим Петр Алексеев показывал и доказывал во всем. Спортсмен, чей боевой вес составлял 57 килограммов, а рост 158 сантиметров, никому не уступал в Хапсагае. В 1963 году Мухач Петр Алексеев стал абсолютным чемпионом Якутии по Хапсагаю, победив своими вошедшими в легенду подсечками богатырей, чей вес колебался от 80 до 100 килограммов. Петр Алексеев ни на кого не был похож. Он чистое олицетворение Хапсагая, вольной борьбы. Никто не мог уйти от его подсечек и подножек. Обладая потрясающим чувством равновесия, имел железную хватку, предпочитал и всегда придерживался атакующего стиля. Все поединки проходили под диктовку Петра, будь то чемпионы СССР Ялкан Тедеев, Али Алиев или другие именитые борцы. Все соперники знали, что Алексеев сделает подсечку, подножку, буквально стелились над ковром, но в каждом поединке Петр использовал множество вариаций этого приема. Однажды борец Петр Алексеев с оглушительным грохотом свалил на ковер подсечкой чемпиона СССР Амангельды Гапсаттарова, вызвав в зале оглушительный рев трибун. Великому борцу, чемпиону Петру Алексееву было отмерено всего 50 лет жизни. Вопрос, почему лучшие люди, которым дано многое, уходят так рано, не найдет ответа. Останется память, незабываемые схватки, невероятные успехи и имя великого борца. Он покоится под черным мрамором среди могил предков в родном Аласе Андайбыт над озером Улгунда.
которое в годы войны спасло своими рыбами и птицей от голодной смерти тысячи людей. Помня, чтя имя, вклад великого спортсмена в развитие спорта Якутии, вот уже 24-й раз проводится чемпионат республики по борьбе Хапсагай на призы первого почетного мастера СССР Петра Алексеева. Традиционно с участием сильнейших борцов республики. Символично, что нынешний турнир пройдет на малой родине Петра Алексеева в Нюрбинском районе.